Культурный исторический Сухум. Абхазская столица времен Баха. Атмосфера классического праздника. Новая культурная площадка ГУМа вновь радует сухумчан. Сухумский вечер теперь может ассоциироваться не только с набережной и морем, но и с классической музыкой, звучащей на заброшенной железнодорожной платформе. Одна из главных составляющих жизни сухумчан – кофе – непосредственно была задействована в этот вечер. Кофейная кантата Баха была написана по заказу кофейного дома Циммермана. Это первое произведение, посвященное столь любимому всеми напитку. Сюжет кантаты прост, но оригинален. Старый Шлендриан хочет отучить от кофепития свою дочь Лисхен. Однако все уговоры и ультиматумы безрезультатны. Отец идет на крайнюю уловку и обещает найти ей мужа. Однако хитрая Лисхен заключает и с супругом брачный контракт, по которому ей разрешено пить кофе в любое время. В кантате задействованы всего 3 персонажа. Все они солисты театра «Геликон-опера». Непосредственный рассказчик Дмитрий Хромов, противник кофе господин Шлендриан, которого сыграл Алексей Исаев, и страстная поклонница напитка Лисхен, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, несравненная Алиса Гицба. Оперная дива рассказала, сложностей было много, однако искусство преодолело все. Выступать в родном городе всегда очень ответственно, очень волнительно. Очень много было разного рода сложностей, но мы все преодолели, мы все сделали. Я очень довольна результатом, который мы сегодня получили. Во-первых, оформление этого перрона. Это, конечно, сродни чуду, потому что несколько дней назад здесь совершенно невозможно было себе даже представить того, что сегодня мы увидели. То есть это действительно какие-то чудеса. Чудом происходящее считает и Алексей Исаев. Артист признается, приглашение от Алисы Гицбы стало приятным сюрпризом. Согласился сразу и не пожалел. Алиса меня пригласила на этот проект, на кофейную кантату. Я этому был, безусловно, рад, потому что это мой дебют во всех смыслах. Я и в Абхазии впервые, и, в принципе, дебют и для Абхазии. Кофейная кантата впервые исполняется на этой земле. Я рад, что вот мы стали такими первооткрывателями в своем роде. И вообще рад, что я здесь. Очень. Кофейная кантата, впервые звучавшая в Сухуме, совершенно новая постановка. Над этим удивительным перформансом работала целая команда профессионалов. Режиссер-постановщик Джамбул Жордания рассказывает, репетиций было мало, но на качестве работы это никак не отразилось. Это было очень аврально, очень быстро, поскольку актеры приехали совсем недавно. И у нас, можно сказать, таких общих репетиций было всего 3. Больших общих репетиций, да, всего 3. А так были локальные, потому что солисты буквально несколько дней назад, люди заняты, они постоянно разъезжают там в Москве по России и вырвались ради того, чтобы сегодня здесь показать свое искусство нашему народу. Этот опыт стал ценным и для музыкального руководителя ансамбля «Капричо» Михаила Алхазова. Мы решили попробовать себя немного в другом ракурсе, в другом плане. Вообще в таком количестве барочную музыку как-то, наверное, еще и не пытались играть. Мы, конечно, обращались часто и к Баху, к Генделю, к такой музыке того периода. Но вот такое законченное произведение, еще плюс с солистами, вокалистами, у нас еще не было такого опыта. Вот мы решили попробовать. В зрительном зале самая разная публика. Жители города, туристы, музыканты, дети. Тамара Шанава работает в Сухумской школе искусств. Для нее кофейная кантата не только приятное времяпрепровождение, но и профессиональный опыт. Это здорово, что здесь происходят такие мероприятия, потому что надо оживлять такие места. Они исторические, они несут за собой смысл какой-то. Это действительно интересно. Это кофейная кантата. Это так здорово. Когда я сама узнала, я, естественно, постаралась посетить, бросив все свои дела. Это на самом деле здорово. И то, что это доступно людям, вот так вот рядом, вот оно, можно подойти, потрогать, выпить кофе, в конце концов. Это очень интересно. И дай Бог, благодаря таким великим музыкантам, как Алиса Гицба, и многим-многим другим, чтобы у нас была возможность соприкоснуться с этим прекрасным. Иногда импульсом к созданию чего-то прекрасного становятся теплые воспоминания из детства.
Так случилось и с организаторами кофейной кантаты на ГУМе сотовой компании «Амобайл». Ее представитель Марта Тужба вспоминает, как в детстве с папой, проходя мимо платформы, стала свидетелем съемок фильма. Вот эти воспоминания, какие-то ностальгические, навеяли мысль о том, что это прекрасное место для того, чтобы здесь устраивать какие-то культурные мероприятия и сегодня в современном, курортном, теплом, ярком и открытом для всех гостей Сухуми. Наша задумка удалась, мы смогли реализовать. Сказочная подсветка, волшебная музыка, невероятные голоса солистов, кофе со вкусом классики – все это надолго останется в памяти зрителей кофейной кантаты. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ.